Добрый день, уважаемые члены жюри научной конференции «Шаг в будущее». Я Васильева Егорова, ученица 6 класса СХ политехнического лицея. Тема моего творческого проекта – технология изготовления панно ЖГГ АЛГХ в смешанной технике. Актуальность проекта заключается в поиске идей для создания эксклюзивных украшений интерьера, а также внедрения национальных традиций. Новизна моей работы заключается в применении смешанной техники вышивания при изготовлении панно. Объект исследования. Панно, выполненное в смешанной технике вышивания. Предмет исследования. Технология смешанной вышивки для изготовления панно. Цель. Изготовить панно смешанной техники вышивания. Задача. Познакомиться с видами декоративного панно. Ознакомиться со значением образа коня у народа Саха. Научиться технологии ручного тафтинга. Изготовить яркое, красивое панно в смешанной технике вышивания. Главный сюжет панно – это якутская неоседланная белая лошадь, что олицетворяет свободу. Белый цвет для народа Саха означает светлый, чистый, божественный. Форму для панно выбрала полукруг, что символизирует солнце, направление головы лошади и рыб. На запад означает движение вперед и развитие. Так как моей задачей было изготовить яркое, красивое панно смешанной техники вышивания, то я решила выбрать комплементарную и смежную цветовые схемы. Она представляет широкие возможности для создания интересных и оригинальных комбинаций. Решила скомбинировать ворсовую технику и вышитую гладь с преобладанием первой, потому что у меня есть все требуемые материалы для всех этих техник, и они мне кажутся самыми подходящими. Разрешите ознакомить с технологической картой и изготовления изделия. Первым делом создала эскиз панно. Выбранный контурный рисунок ввела в графической программе Paint и способом заливки раскрасила рисунок. Рисунок перенесла на ткань двунитку. Туго натягиваем на рамку и прикрепляем мебельным степлером. Сначала нужно вышить те части, которые мы будем вышивать гладкой техникой с помощью иголки с большим ушком. Потом вышиваем ковровой тафтинговой техникой. Процесс вышивания ковровой иглой происходит с изнаночной стороны. Игла пробивает ткань, образовывая петли на лицевой стороне. Чем мельче стежки, тем плотнее петельки. Длина ворса регулируется длиной иглы. Петельки легко распускаются, достаточно потянуть за одну из них, поэтому ниточку обрезаем под самую ткань, не оставляя длинных концов. Края панно обработать мелким петельным швом. По итогам расчета себестоимость проекта составила 1850 рублей. Изделие сделано из экологически чистых материалов, прошедших сертификацию. В итоге творческого проекта я пришла к такому выводу. Панно – это не только красивая, но и эффектная часть дизайна. Культ коня до сих пор является одним из самых значимых в культуре якутов. Изделие, вышитое в смешанной технике из пряжи, получается красивой и оригинальной. Спасибо за внимание.